Специальный выпуск новостей в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурит Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Начну сегодняшнее видеообращение с информации о лесном плане Республики Коми до 2029 года. По моему поручению такой план был разработан, и я его утвердил. Надо сказать, что это очень важный нормативный документ, которым мы будем руководствоваться в вопросах лесоохраны, лесозаготовки, то есть такой комплексный стратегический документ. Как вы знаете, в лесах за охрану лесов отвечает лесничество, их в Республике Коми 32. Мы предусмотрели штатные должности лесничих, их у нас более 500, и на сегодняшний день более 100 единиц лесничих у нас вакантные. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить профессионалов именно в охране лесов на эту очень важную государственную работу. Пожалуйста, приходите и вливайтесь в ряды лесничих. Одна из тем как раз работы лесничих и лесничеств – это борьба с незаконными вырубками. На самом деле при таком очень большом объеме вырубок у нас законных, а это более миллионов кубов в год, конечно, вырубки незаконные составляют всего 0,02%, но на самом деле они должны стремиться к нулю, и это такая комплексная работа лесничеств, чем мы и занимаемся. Почему это надо делать? Кроме того, что это незаконно, это еще и, по сути, кража леса. Соответственно, республика недополучает от этой кражи средства, которые при законной вырубке поступают в бюджет республики. Вроде бы тоже казалось немного, это мы теряем порядка 14 миллионов в бюджет республики, но в данном случае каждая копейка в бюджете, она дорога. Еще один вопрос, которым занимаются и Минприрода, и лесничество, это охрана нашего зеленого богатства от лесных пожаров. На самом деле мы признаны регионом средней горимости, тем не менее мы тоже постоянно работаем над тем, чтобы все-таки количество пожаров снижалось, а у нас за год было 176 лесных пожаров, охвачено было огнем более 6 тысяч гектар лесов, поэтому, конечно, это тоже большие площади, и мы каждый год в этом вопросе совершенствуемся. И тоже хочу, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность высокопрофессиональной лесоохране за оперативное тушение лесных очагов, огненных очагов в 2021 году. И хочу сказать, что каждый гектар лесных угодий дает нам прибыль в казну республики. Мы посчитали, что 1 гектар лесных земель в эксплуатируемых лесах дает в копилку республики 47 рублей. Поэтому, при том, что у нас их миллионы гектаров, это, в общем, очень серьезное поступление в бюджет республики. И очень важно, что мы на всех встречах задаются вопросы именно от индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, который работает на местах. В основном это ИП, которые занимаются заготовкой леса, в первую очередь для нужд местного населения, на дрова, на пиломатериал. Так вот, в этом году для нужд именно местных предпринимателей было продано 883 тысячи кубов древесины.
И буквально на крайних встречах, которые мы проводили в августе, в сентябре с населенных пунктах, были вопросы, что до конца года закончились отводы именно для малого бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, и мы пообещали, я отдал слово, что мы до конца года изыщем еще средства для оформления отводов и таксации лесов. Так вот, сегодня это поручение, которое я дал, мне доложили, и мы там 1 миллион с небольшим рублей выделили именно на проведение отвода, таксации до конца года. Это очень важно, потому что эти отведенные участки снова поступят это не просто сплошные, вырубки бережные, да, как мы их называем. И это очень важно, выборочные рубки, что этим занимаются как раз индивидуальные предприниматели на местах, те, кто непосредственно, заготавливая лес, дает возможность обеспечения и дровами, и пиломатериалами, как я уже сказал. И в этом году мы на именно бытовые нужды приблизились к 9 тысячам договоров, а это, в общем, очень много. И если говорить об объеме заготовки, то это уже более 194 тысяч кубов леса. И этого более чем достаточно для того, чтобы наши сельские жители не испытывали нужды именно в дровах и пиломатериалах для ремонта домов, поднадворных построек и так далее. И, конечно, нельзя забывать о нашем подрастающем поколении. Мы активно эту тему развиваем. Это тоже наша лесная стратегия, а именно школьное лесничество. Когда ребята не в классе, не только в классе, а непосредственно в лесу, на делянках изучают азы и лесоохраны, и лесовосстановления, и бережного отношения к природе. И это, конечно, практически уже профориентация. Ребята, очень многие из школьных лесничеств потом в будущем связывают свою профессию именно с лесом. Это для нас очень важно. У нас 800 ребятишек постигает основы лесного и экологического образования, и мы каждый год наращиваем эту цифру ребят, которые занимаются в лесничествах. Повторяю, это наша будущая смена нашим защитникам и людям, которые будут воспроизводить лесные богатства нашей республики. Еще одна новость. Мы с 8 ноября по всей стране вводится новый вакцинный паспорт. Форма утверждена Российским Министерством здравоохранения. Что нужно знать об этом сертификате этого нового образца? Ну, во-первых, в документе уже содержится QR-код. И самое главное, что там будет вся информация, где, когда человек привился, какой вакциной, когда он прошел ревакцинацию. Еще раз напоминаю, что у нас иммунный ответ после того, как человек переболел или была проведена вакцинация, имеет всего полгода. И, соответственно, нужно за этим следить и ни в коем случае не забывать о том, что через полгода нужно обязательно ревакцинироваться. Иначе вы снова подвержены заболеванию. При этом уже ведь многие получили сертификаты вакцинные до 8 ноября, поэтому когда начнутся с 8 ноября новая форма этих вакцинных паспортов, старые сертификаты будут точно так же действовать, и переоформление будет постепенно проходить до марта 2022 года.
По эпидобстановке мы опять растем. У нас за сутки выявлено уже 390 случаев заболевания коронавирусом. Вчера эта цифра была 381. Сразу рассказываю вам о том, что из 390 случаев заболевания коронавирусом 30 человек были вакцинированы. Но опять же, как эти 30 человек разделяются по тяжести заболевания? 24 человека из этих 30 – это легкое течение, и пациенты находятся на амбулаторном лечении. 6 человек госпитализированы, но при этом снова говорю о том, что мы же отслеживаем, как дальше вакцинированные и даже заболевшие, как дальше у них складывается ситуация по выздоровлению. Так вот, практически 99,9% выздоравливают из числа вакцинированных, чего, к сожалению, мы не можем констатировать по людям, которые не вакцинировались. У нас, к сожалению, сегодня очень большое количество умерших, за сутки умерло 17 человек. Это очень много. Мы стремительно приближаемся к цифре 2000 умерших с начала пандемии. У нас на сегодняшний день 1999 скончавшихся от коронавируса. Так вот, в 17 человек, которые погибли вот за последние сутки, не было ни одного вакцинированного. Вот снова и снова я говорю, задумайтесь, пожалуйста, это никакая не агитация, это, что называется, сухая, печальная, трагическая статистика. 17 человек, не умершие, ни одного вакцинированного, из 390 заболевших 30 вакцинированных, из них 24 в легкой форме на амбулаторном лечении. Вот статистика, которая снова и снова говорит о том, что, конечно, нужно вакцинироваться и вливаться в ряды людей привитых. У нас на сегодняшний день в республике вакцинировано 282 тысячи человек, за что вам огромное спасибо, потому что вы вносите вклад и в собственное здоровье, и в коллективный иммунитет. Это очень важно. И вакцины у нас тоже более чем достаточно, более 135 тысяч доз. Поэтому, пожалуйста, используйте, еще у нас время есть, вот этих ковидных каникул, для того, чтобы прийти и вакцинироваться. На этом у меня сегодня вся информация. Уважаемые жители республики, берегите друг друга, детишек своих берегите, обязательно соблюдайте масочный режим. Всего вам самого доброго, до следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.